В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Масштабные поисково-спасательные работы прошли на ледовой переправе Якутск-Нижний Бестях. Мероприятие прошло в рамках межведомственных учений «Безопасная Арктика». Уголовное дело завели в отношении 14 нерюнгринцев. Подсудимые длительное время организовывали занятия проституцией. Осмотр объектов и диалог с населением. Делегация депутатов Илтумен отработала в Ленском районе. Расскажем, как прошла поездка народных избранников. Что поможет выйти Якутии на туристический рынок? Какие инструменты надо применить для привлечения туристов? На эти и другие вопросы искали ответы наши корреспонденты. Не забудем и о работягах. В Якутске стартовал прием заявок на премию главы региона «Человек труда». Еще более 700 якутян трудоустроили в Колмар по программе «Местные кадры в промышленности». На предприятиях Колмара сегодня трудится более 7100 человек. Процент укомплектованности персоналом составляет 85,2%. В этом году планируется создание более 200 рабочих мест. Существенный вклад вносится Колмаром и в социально-экономическое развитие региона. Общий объем инвестиций за 2024 год – 97 миллиардов рублей. Угольщиками в прошлом году добыто 13 миллионов тонн угля. В этом году планируется увеличить добычу до 13,5 миллионов тонн. Всегда наготове. Спасатели МЧС России отработали в Якутии проведение поисково-спасательных работ при провале под лед транспортного средства. На месте задействованы были водолазные группы отряда службы спасения, сотрудники МЧС Республики и Хабаровского края. Подробности в сюжете Тимура Колмогорова. Местом происшествия стала ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях. По легенде учений, при переходе переправы водитель грузовой машины сбился с пути. Впоследствии автомобиль вышел на участок тонкого льда и после провалился. На месте происшествия был сооружен палаточный городок. После необходимых замеров и приготовлений в работу вступила водолазная группа, которая должна была вытащить двух условно пострадавших из машины. Здесь сегодня отрабатывали такие задачи, как открыть автомобиль, поиск автомобиля, поиск пострадавших. С помощью гидравлического инструмента открыть дверь. Собственно, у нас один водолаз работал над этой задачей, открыл гидравликой дверь, поднял пострадавшего. Моя задача уже была найти уже второго пострадавшего. Самое тяжелое для водолаза – это очень такие опыт. Это когда ты заходишь и уходишь. Такое, все весомое на себе держишь. А вода немножко помогает тебе. Спустя некоторое время условно пострадавшие, которых заменяли манекены, были подняты со дна и направлены в больничные учреждения. На этом работа не заканчивалась, ведь теперь машину предстояло поднять из-под льда. После окончания работы водолазов в дело вступают другие подразделения МЧС, а также специальная техника для того, чтобы взять и вытащить данную машину изо льда. И прямо сейчас сотрудники МЧС стараются как можно аккуратнее вытащить ее, не сломав лед. Для поднятия машины была сварена стальная конструкция в виде крана, для которой применили опытные образцы по сварке и резке металлов. Непосредственно с автомобилем, который был погружен у нас на акватории реки Лена, будет перенаправлен в гаражный бокс нашего ведомства для дальнейших таких же практических мероприятий и отработки. Потому что стелу, которую вы могли наблюдать, мы будем модифицировать, будем снова погружать автомобиль и снова его доставать, чтобы отработать непосредственно до идеала. Общий охват участников составил порядка 100 человек. Было задействовано 35 единиц различной техники, в том числе снегоходы и вертолет. МЧС России на регулярной основе раз в 2 года организованы такого масштаба учения, и в будущем они также будут проводиться. В связи с активным освоением Арктики и поддержанием безопасности. По результатам учений будут разработаны предложения и рекомендации по дальнейшему улучшению методов проведения аварийно-спасательных работ на происшествиях в водоемах в зимний период. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск.
Прокуратурой города Нерюнгри поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 14 местных жителей. Установлено, что подсудимые, действуя организованной группой, длительное время на территории Нерюнгринского района совершали преступные действия, связанные с вовлечением и организацией занятий проституцией. Кроме различных сроков наказания, с обвиняемых в доход государства обращено более 13 миллионов рублей, 2 автомобиля, гостиница в городе Нерюнгри и квартира в Благовещенске, приобретенная на денежные средства, полученные преступным путем. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил организатора к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом 1 миллион рублей. Ее помощнику назначено наказание в виде 5 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием ими наказания в колонии общего режима. Третье лицо осуждено к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. 3 подсудимых осуждены к условной мере наказания и 8 лиц к штрафам в суммах от 100 до 150 тысяч рублей. В Ленске 2 дня работали члены постоянного комитета Госсобрания ЛТУМЭН по охране здравоохранения. Делегация провела заседание, а также посетила несколько объектов: клинику матери и ребенка, противотуберкулезный диспансер, медицинский кабинет 3-й школы и соляную комнату 1-й школы. Продолжение темы в нашем следующем сюжете. Первым делом члены постоянного комитета Государственного собрания ИЛТУМЭН по охране здоровья провели в районной администрации заседание. Темой стало оказание медицинской помощи обучающимся в общеобразовательных учреждениях. Все вы в курсе, что в конце года наш глава республики Айцен Сергеевич дал поручение вернуть медицинских работников в школу. Значит, Министерством здравоохранения уже проводится подготовительная работа к переводу медицинских работников из системы образования в систему здравоохранения. С отчетом выступил и глава района Александр Черепанов. Он рассказал, как работает система здравоохранения в нашем районе, в школах, а также о существующих мерах поддержки, разработанных для медиков. Сразу после заседания делегация направилась на объезд объектов. Первой в списке была клиника матери и ребенка. Представители Республиканского министерства здравоохранения отметили, что в учреждении созданы комфортные условия для работы врачей и приема пациентов. Также побеседовали с заведующей поликлиники и узкими специалистами. Пациенты не выезжают, то есть мы делаем оптическую когерентную томографию, и у нас есть возможность телемедицинской консультации и с офтальмохирургами, и с офтальмоузологами. То есть это практически пациент не выезжает, получает информацию о том, стоит ли выезжать на очную консультацию в Якутск. Ну, соответственно, конечно, это большое облегчение для населения. Действительно, с таким небольшим количеством населения такой дорогостоящий аппарат. После члены комитета посетили противотуберкулезный диспансер. Он уже много лет находится в плачевном состоянии. На протяжении всего этого времени депутаты поднимают вопрос о строительстве нового здания. Но с мертвой точки так ничего и не двигается. Здание холодное, в стенах и полу дыры. Рушится перекрытие, падает штукатурка с потолка и кафель со стен. Мышка же лежит. Где? Смотри-ка, вон. А тут они и крысы, и мыши, да. Тут кого только нет. Но она уже повесила. И мы закрываем этот вопрос. Но нам нужно какое-то понимание, что мы, если по инфраструктуре двигаемся, то в каких-то хотя бы годах, то есть, конкретику нужно, да? Татьяна Павлова, заместитель министра здравоохранения республики, отметила, что действительно необходимо строительство нового здания противотуберкулезного диспансера, но однозначного решения пока не принято. Будем думать над этой проблемой. Понятно, что в таких условиях невозможно оказывать медицинскую помощь. Необходимо в ближайшее время решать этот вопрос. Во второй половине дня члены постоянного комитета Государственного собрания ИЛТУМЭН встретились с коллективом Центральной больницы, обсудили проблемные вопросы, существующие в Ленском районе. Вот это основная, наверное, проблема. Если бы решался вопрос, быстрее решался вопрос с жильем, быстрее бы решался вопрос с укомплектацией кадрами. Законодатель, с точки зрения законодательного органа, который мы представляем на федеральном уровне, дал возможность за счет средств обязательного медицинского страхования оплачивать расходы, в том числе по съему жилья для медицинских работников. Также делегация провела встречу с коллективом 3-й городской школы, посетила там же медицинский кабинет, после направились в 1-ю школу и ознакомились с работой целевой комнаты. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Мирнинскому району исполнилось 60 лет. В честь юбилея на этой неделе в столице Алмазного края прошло торжественное собрание общественности с участием главы республики. Эти и другие главные новости района смотрите в дайджесте новостей.
Мирнинскому району 60 лет. Сегодня район по праву является одним из самых динамично развивающихся районов республики и центром алмазодобывающей промышленности России. История района напрямую связана с развитием алмазной отрасли. Но главное достояние алмазного края – это его люди, которые, несмотря на суровые климатические условия, добывали алмазы, строили города и поселки, обустраивали социальную инфраструктуру и собственный быт. Будущее района связано также с развитием одного из самых перспективных на востоке страны центров добычи и транспортировки нефти и газа. Масштабные проекты сегодня уже реализуют такие компании, как Тасулях-нефтегаз-добыча, дочерняя компания Роснефти, компания РНГ, Иркутская нефтяная компания, наша Алросагаз. В октябре прошлого года на территории Мирнинского района расширены границы ТОР-Якутия для поддержки газотранспортных и энергетических проектов, привлечения инвестиций для их реализации. В этот день генеральный директор Алроса Павел Маринычев объявил о том, что двум крупным алмазам присвоены имена Аркадия Харитонова и Анатолия Попова. Также на сцене Дворца культуры «Алмаз» состоялась церемония вручения высокого звания «Почетный гражданин Мирнинского района». Торжественное собрание скрасили номера государственного вокального ансамбля «Туймада». Мирнинский район является один из самых молодых в республике, но может похвастаться внушительным списком гостей, которых приветствовали в Алмазном крае разные годы. Первые лица страны, знаменитые политики, космонавты, актеры, иностранные делегации, писатели и другие. Их фотопортреты можно увидеть на новой выставке «Знаменитые гости Мирнинского района». Начиная с 60-х годов строящийся город Мирный и площадку будущей Вилюйской ГЭС часто посещали члены Политбюро, министры страны, маршалы и герои Советского Союза. У нас были очень интересные гости, от Владимира Путина и заканчивая великим шахматистом Карповым. Это очень уникальные кадры, которые сами по себе несут историю, то, как раньше наша алмазная столица была готова к такому масштабу принятия гостей, что было очень много памятных дат, событий, почему как раз-таки был такой эпицентр, что очень многие хотели увидеть эти алмазы, которые в те года еще очень, скажем так, шумели прям на весь мир по телевизору, и все хотели увидеть их воочию, приехать в алмазную столицу, посмотреть, посетить музей, где представлены эти копии алмазов, и узнать их историю. Помимо фотографий на выставке представлены буклеты и сувенирная продукция Мирнинского района, выпущенные в разные годы в честь юбилейных дат. Здесь можно увидеть копию приказа о создании Мирнинского района и ключи от капсулы времени, который был заложен в городском парке. Анна Васильева, Мирный. Что поможет Якутии выйти на туристический рынок? Какие инструменты надо применять для привлечения туристов? На эти и другие вопросы якутские специалисты искали ответы вместе с федеральными экспертами. Как республика планирует привлекать туристов, узнавала Вероника Таюрская. Федеральные эксперты прилетели в Якутск для того, чтобы поделиться опытом в сфере туризма. Алексей Волков, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, в ходе презентации инструментов для развития туризма отметил, что Якутии не стоит гнаться за показателями Центральной России, а стоит разрабатывать свой уникальный и неповторимый стиль, тем самым сделав акцент на повышении имиджа республики на российской и мировой туристических аренах. Часто работаю в регионах. Многие коллеги хотят цифры и хотят туристический поток. Такие регионы, как Камчатка, Якутия, Красноярский край, регионы не для масс-маркета, а, наверное, для ценностного предложения, где пусть будет миллион, пусть будет 500 тысяч, но чек, который они здесь составят, впечатление, которое они здесь получат, и объем той информации, которая вынесут вовне, он для нас наиболее ценный.
Специалисты обозначили основные мероприятия, которые будут направлены на подготовку кадров, создание маршрутных кластеров, развитие тех видов туризма, которые необходимы Якутии. Так стоит участвовать в федеральных программах, развивать национальные стандарты, а также нужно установить связи с федеральными организациями и институтами. В настоящее время уже ведется работа по цифровизации индустрии туризма. Есть уже первые шаги, что мы должны сделать. И есть четкие показатели, как мы должны достичь цели. Да? То есть там 750 тысяч туристов, вклад в ВРП, сколько рабочих мест и сколько денег эти туристы должны оставить в республике. То есть это создается не просто какое-то направление социальное, это именно экономическое направление, это отрасль экономики. То есть, и, как я сказал, что будем развивать не только въездной и внутренний туризм, но и домашний туризм. В первый день работы сессии были обсуждены не только вопросы, связанные с направлениями туризма, но и с развитием инфраструктуры в популярных туристических районах республики. Стратегическая сессия будет длиться 2 дня. Во второй день также мы будем работать по командам и будем искать ценности, определять основные направления развития туризма для нашей республики. В январе мы собирались с муниципалитетами и составили проект данной дорожной карты, а сейчас уже будем готовить ее к утверждению справками федеральных экспертов. Сессия способствует формированию мероприятий плана реализации стратегии развития туризма в регионе, а также даст работающие инструменты и решения по ключевым направлениям развития туризма, объединив индустрию гостеприимства в проектировании подходов к комплексной реализации продукта и его позиционированию. Вероника Таверская, Нюргун Старостин, Якутск. В Якутске открыли дополнительные здания детского лагеря «Спутник». В торжественном открытии принял участие глава республики Айсен Николаев. В открытии в режиме видеосвязи приняли участие председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко и министр просвещения Сергей Кравцов. 4 здания, открытые в рамках программы восстановления и развития до 30-го года в субъектах Российской Федерации организации отдыха детей и их оздоровления, имеют общую площадь 2025 квадратных метров, что позволило увеличить мощность лагеря со 100 до 300 мест. Сегодня мы присутствуем на торжественном открытии лагерей летнего отдыха и оздоровления детей. Республика Саха-Якутия вошла в число 43 субъектов России, которые выиграли грант. Мы в этом году выиграли 3 раза грант на ближайшие 3 года. Сегодня у нас открытие проходит при участии министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова и при Совете Федерации. У нас здесь присутствуют представители Национальной политехнической школы номер 2. Также будет присутствовать окружная администрация городского округа город Якутск и Министерство образования и науки. Кроме Якутии, лагеря открыли в республиках Мордовия, Хакасия, а также ЛНР, Липецкой и Вологодской областях. Отмечу, что Якутия в прошлом году стала трижды победителем федерального конкурса Минпросвещения страны. За счет этого в период до 2027 года при помощи федеральных средств будет подстроено 14 новых модульных корпусов с общей вместимостью в 700 мест в 4 районах республики, а также городе Якутске с софинансированием из федерального бюджета в размере более 400 миллионов рублей. Мы будем все требования выполнять, строить будем срок, мы это умеем. От этого здания у нас практически наши строители под руководством мэрии города Якутска в кратчайшие сроки, несмотря, вот, как сказали, на все сложности, возвели на очень хорошем, высоком уровне. В Якутске стартовал прием заявок на премию главы Якутии «Человек труда». Ежегодно 50 лучших тружеников республики награждаются премией в размере 300 тысяч рублей на основании указа главы Якутии к празднику весны и труда. Подробности далее. Заслуженные награды получают труженики Якутии за свою преданность делу. Все они лучшие в своей профессии. Медицины имени Михаила Ефимовича Николаева, город Якутск. Один из лауреатов – детский хирург Эдуард Петухов. Вот уже более полувека работает в сфере здравоохранения, посвятив всего себя здоровью и лечению юных пациентов. На его счету свыше 10 тысяч проведенных операций. В настоящее время он трудится в стенах Национального центра медицины. Коллектив меня выдвинул, так что, пользуясь случаем, я хочу сказать большое спасибо моему коллективу,
нашей администрации и администрации Министерства здравоохранения. Конечно, я был ошарашен вот этим, тем, что вот меня предоставили на такую высокую награду нашей республики. И это обязывает меня дальше трудиться. Эдуарда Ивановича по праву можно назвать человеком труда, ведь он стоял у истоков зарождения этого непростого направления в Якутии, за что получил достойную оценку своей работы. Детский хирург Эдуард Иванович Петров, он один из тех людей, которые начинали детскую хирургию в нашей республике. 50 с лишним лет он уже проработал, спасая жизни детей. Гордость берет за то, что такие люди у нас в республике есть, и я уверен, будут. Популярность премии ежегодно растет. В первый год проведения было представлено 194 заявки. В прошлом трудовыми коллективами выдвинуты уже 273 кандидатуры. Всех их объединяет одно – любовь к труду и трепетное отношение к своему делу. У нас каждый год премия «Человек труда». И, конечно же, она у нас приурочена к 1 мая, празднику весны труда. Организацию предприятий, которые инициируют награждение на премию «Человек труда», направляет пакет документов профильные органы государственной власти в сроки не позднее 1 марта. Отбор соискателей проходит в 3 этапа. В первую очередь трудовой коллектив выдвигает сотрудников соискателей и направляет заявку в министерство до 1 марта. На втором этапе специалисты рассматривают поступившие заявки и проводят отбор среди лучших работников до 20 марта. На третьем этапе комиссия определяет победителей на присуждение премии «Человек труда». Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. Айсен Николаев подведет итоги января в эфире передачи «Якутия вперед». В ходе программы глава республики поделится своим мнением о значении патриотического воспитания в год 80-летия Великой Победы, защитника Отечества в России и защитника Родины в Якутии. Глава региона расскажет о планах по строительству социальных объектов на территории республики, задачах, поставленных педагогам на январском совещании работников образования, прогнозе прохождения весеннего половодья на реках Якутии. Эфир на телеканале «Якутия-24» начнется в 20:30 по якутскому времени. Крупные больничные комплексы, фельдшерские, акушерские. Оказаться в закулисье. Государственный театр оперы и балета проводит экскурсии в рамках проекта «Голос внутри». Теперь студенты учебных заведений Якутска имеют возможность не только узнать об истории театра, но и посетить его производственный цех, гримерки и костюмерные. В ходе такой экскурсии ребята могут застать даже распевку артистов или их подготовку к спектаклю. Отмечается, что полноценно проект будет запущен уже со следующим сезоном постановок. Тогда посещение театра будет сопровождаться уже аудиогидом. Для этого подготовят специальные наушники. Вообще у нас большой спектр, скажем так, разновидностей экскурсий. То есть у нас есть также экскурсия по городу, еще много чего в дальнейшем планируется, конечно же. И также у нас объявлен конкурс среди, получается, студентов. И они могут также написать свой определенный сценарий, свою какую-то идею привнести. И самые лучшие идеи, естественно, что будут реализованы. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы следим за развитием событий. До встречи в эфире.